Одним из главных новшеств, с которым столкнулись специалисты Роспотребнадзора в минувшем году, стало внедрение в работу надзорного ведомства рискоориентированного подхода. Он предполагает, что деятельность всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относится к разным категориям, в зависимости от потенциального риска причинения вреда потребителям в имущественном выражении. Помимо этого, Роспотребнадзор продолжил ведение единого реестра проверок, результаты которого затем вносятся в реестр Генеральной прокуратуры. По словам специалистов, все эти меры, направленные на усовершенствование системы, помогли в минувшем году добиться максимальной эффективности. Так, в сфере защиты прав потребителей на подконтрольной территории выявлено 247 нарушений, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия – 324 нарушения. В отношении должностных лиц по результатам проверки применено около 350 наказаний, это на сумму около 1 миллиона рублей. Пресечена реализация некачественной пищевой продукции. Это у нас 31 партия была изъята из оборота, это пищевые продукты, с весом около 450 килограммов. Кроме того, изъято 36 партий промышленных товаров, это швейные изделия, это трикотаж, детская обувь на сумму около 100 тысяч рублей. Там партии, конечно, есть меньше, больше, примерно на такую сумму. Все они были конфискованы, реализованы, то есть не допущены к реализации. В 2017 году, как отмечают в ведомстве, граждане обращались по поводу нарушения своих прав. Значительная часть жалоб касалась ЖКХ, сферы услуг. Недовольны зауральцы также качеством обслуживания в объектах общественного питания и организации сбора отходов. По словам специалистов Роспотребнадзора, в большинстве случаев суд удовлетворил иски в пользу потребителей. Работа в этом отношении будет продолжаться и в текущем году. Также в ближайших планах надзорного ведомства активная вакцинопрофилактика. Особенно мы планируем продолжать работу по вакцинопрофилактике, потому что без вакцинопрофилактики практически могут возникнуть очаги инфекционных заболеваний, таких как кор, дифтерия, полиомиелит, гепатит Б, которых мы в последние годы уже не регистрируем. То есть эти инфекции практически на территории Башкирии и на территории Российской Федерации они идут уже на убыль. Охват, сами знаете, совместно с лечебными организациями охват достигается до 98%. Это очень хороший показатель. Я хотел бы сказать, что и по гриппу хорошо поработали в 2017 году. Вакцинации подверглись около 40% населения города. Это очень хороший показатель. Лена Кириллова, Гульхаметова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.